Смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. И вот только некоторые темы выпуска. Вопросы образования. Надо уметь отстаивать свой труд и представлять его достойно. Руководитель отрасли в Республике Коми ответила на вопросы сосногорских педагогов. Первая профессия. Раньше пока было, ребята учились, получали основы, навыки рабочей профессии. В Республике Коми возродят учебно-производственные комбинаты. Из поколения в поколение. Познавательно для наших детей, для наших внуков и чувство патриотизма, что мы живем в Коми-земле. В Сосногорске прошел ежегодный муниципальный фестиваль «Родовой знак». Накануне Дня защитника Отечества сотрудники ГИБДД совместно с учащимися 3-й Сосногорской школы поздравляли мужчин-водителей с 23 февраля. Вместе с инспекторами в акции приняли участие девушки из отряда «Дорожный патруль». Водителям они вручили поздравительные открытки и сладкие подарки. Также сотрудники полиции напомнили водителям о том, что даже в праздничный день садиться за руль в нетрезвом состоянии ни в коем случае не следует. Как отметили сотрудники ГИБДД, основная цель акции – не только поздравить водителей, но и напомнить им о том, что вежливость и доброжелательность участников дорожного движения – это залог безопасности. С начала этого года в Республике Коми вступили в силу изменения в закон о социальной поддержке населения. Теперь каждой категории льготников введена своя фиксированная ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. При этом в отношении федеральных льготников предусмотрено предоставление фиксированной выплаты на оплату жилья только самим получателям льгот. Ранее это касалось также и членов их семей. О несовершенстве обновленного закона заявили представители различных общественных организаций, в том числе и ветераны боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Для многих семей это стало ощутимым ударом по бюджету. Федеральный закон, за которым льготы за нами закреплены, он остался, действует, а на республиканском уровне это коснулось того, что члены семей, воинов-интернационалистов, либо людей, принимавших участие в горячих точках, сейчас оплата на них не производится по линии ЖКХ. Конечно, это коснулось, люди, которые с небольшим достатком, они там на себе ощутили, это и 3-4 тысячи рублей где-то на семью выходит у некоторых, не у всех, конечно, у некоторых, то здесь, да, здесь уже, если вроде кажется, что сумма не очень большая, но еще раз повторю, что семьи с небольшим достатком, они там на себе очень сильно ощутили, тем более, если это перемножить на год, то уже достаточно серьезная сумма получается. Изменения в законе уже обсуждаются на самых разных уровнях. На встрече с представителями ветеранских организаций временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что необходимо проработать индивидуальный подход к каждому льготнику. Были заданы ему вопросы, на что сказали, что все остро нуждающиеся категории граждан, они будут все-таки часть пересмотрена, к ним, наверное, как правильно сказать, часть льгот будет все-таки на республиканском уровне выполнена именно для той категории граждан, которые остро нуждаются. Как отмечают представители ветеранских организаций, сейчас им совместно с работниками социальной сферы необходимо установить семьи, которые наиболее остро нуждаются в помощи, и разработать дополнительные меры поддержки. В Сосногорске с рабочим визитом побывала исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Республики Коми Светлана Моисеева-Архипова. Помимо торжественной присяги сосногорских кадет, она побывала в нескольких образовательных учреждениях и встретилась с работниками образования. На вопросы сосногорских педагогов Светлана Моисеева-Архипова ответила в гимназии при главе района. Предваряя вопросы, Светлана Александровна рассказала о своих впечатлениях о Сосногорске. Показали совершенно удивительный, замечательный детский сад. Совершенно великолепный ваш еловый парк. И когда последний раз была, это был просто кусочек леса, и глухарь стоял просто в сугробе, и там еще место даже не расчищалось. Но Сосногорск преображается, улучшается, и чувствуется, как жители любят свой родной, пусть небольшой город, но это наш дом, да, и это отношение с любовью к тому месту, где ты живешь, где ты трудишься, это чувствуется отношение сосногорцев, и огромное вам спасибо за это.
Исполняющая обязанности министра отметила и тот факт, что в муниципалитете нет очереди в детские дошкольные учреждения и нет двухсменки в школах. Затем чиновница коротко остановилась на самых важных направлениях работы. Первое – это повышение квалификации педагогами. И квалификация учителей – это вот тот самый конек, который может позволить образованию, системе образования Сосногорска еще более качественные услуги предоставлять нашему населению. И не надо бояться аттестации, не надо смущаться этой аттестации, не такая уж она и страшная на самом деле. И не надо жалеть времени на сбор портфолио, каких-то достижений. Надо уметь предъявлять результаты своего труда. Вот внешне вы же предъявляете эти результаты, да, школы опрятные, ухоженные. Вот точно так же по содержанию надо уметь отстаивать вот свой труд и представлять его достойно. Второе направление работы – это повышение результатов итоговой аттестации. Что такое единый государственный экзамен? Это линеечка, это измеритель освоения стандарта. А если дети осваивают стандарт ниже, чем в среднем по республике, значит, есть какие-то проблемы. Значит, в массовой тенденции надо смотреть. Если еще раз повторяю, по отдельному учителю это не может служить категорией оценки, то в целом, в среднем показателе по массовому вот этому срезу, это служит оценкой. Это служит оценкой, во всяком случае, обозначает проблемы, над которыми надо работать. Завершая свое обращение, Светлана Моисеева-Архипова напомнила, что все вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы образовательных учреждений, отнесены к компетенции муниципалитетов. По ее словам, пришло то время, когда пора восстанавливать шефские отношения между предприятиями и школами и детскими садами. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Республике Коми возродят учебно-производственные комбинаты. На уроках УПК учащиеся 10 классов будут осваивать рабочие профессии. Причем выберут их сами старшеклассники совместно с родителями. В нашем городе реализацией проекта займется Сосногорский технологический техникум. Андрей Калиничев продолжит. О том, что такое УПК, родители старшеклассников знают не понаслышке. В свое время они осваивали рабочие профессии еще до получения аттестата о среднем образовании. Производственное обучение практиковалось в школах даже в начале 2000-х. Теперь учебно-производственные комбинаты приходится создавать практически с нуля. Раньше УПК было, ребята учились, получали основы, навыки рабочей профессии. Я думаю, что вот на сегодняшний день, тем более если учитывать, что вот какие реалии сегодня у нас вот на сегодняшний день, то это очень хорошее дело, тем более для родителей это будет получение детьми профессиональной подготовки бесплатно. Получать рабочие специальности десятиклассники будут в Сосногорском технологическом техникуме, причем на добровольной основе. Сейчас сотрудники образовательного учреждения проводят анкетирование для ребят и родителей. После подведения итогов будут сформированы группы, каждая по 25 человек. Группы будут формироваться по мере потребности. Вот, допустим, мы проведем подготовительную работу, мы уже увидим, сколько человек у нас будет желающих обучаться. Это первое. Второе, значит, мы предлагаем поваров, штукатуров, швей, слесарей, социальный работник, дальше специалист, работая с компьютерной техникой. Ну и еще есть специальности, профессии, которые мы можем предложить. Обучаться в техникуме десятиклассники будут дважды в неделю. После сдачи экзаменов им будут выдаваться свидетельства об овладении профессией. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорская школа номер 2 в четверг принимала ежегодный муниципальный фестиваль «Род Вож Пас» или «Родовой знак». Традиционно в нем принимают участие семьи, знающие коми-язык, культуру коми-народа, а также историю своей семьи. В этот раз среди участников 6 семей. По условиям конкурса на первом этапе все они должны представить визитную карточку и эмблему. В каждой команде был свой знак, символизирующий основные принципы семьи. У кого-то это была радуга. Кто-то мыслил государственными масштабами и использовал цвета флага республики. А кто-то просто оттолкнулся от своей фамилии. Например, эмблемой семьи Паньковых стала ложка. И это не случайно, ведь «пань» в переводе с коми-языка – ложка. Пань Паньков є скотерлом під пас.
Второй этап творческий – на знание старинных обрядов и фольклора коми-народа. Здесь участники покорили зрителей и жюри разнообразием жанров, рассказывали притчи, пели и танцевали. Еще один традиционный и самый ожидаемый всеми конкурс – презентация блюд национальной коми-кухни. Участники фестиваля показывали блюда, которые наиболее часто готовятся в их семьях, рассказывали способы их приготовления. А самое главное, все их можно было попробовать и даже сравнить рецепты. 4 из 6 семей в этом году приготовили черенянь – рыбный пирог. Фестиваль получился красочным и музыкальным. Во всех семьях были участники, одетые в коми-национальные костюмы. Жюри по достоинству оценило все выступления, основная часть которых звучала на коми-языке. Конкурс это проводится ежегодный, очень такой он хороший, потому что традиции, семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение, чтобы наши дети, наши внуки, чтобы знавали их из наших уст, не только там с телевидения, там с газет, а то живой разговор, и видят, что как раньше было, как пекли хлеб, как песни пели. И вот это вот очень, я думаю, что познавательно для наших детей, для наших внуков. И чувство патриотизма, что мы живем в коми-земле. Мы не потеряли свой язык, свою культуру. Мы стараемся ее все равно пронести через поколения. На фестивале не присуждали никаких мест, ведь каждая семья хороша по-своему. Например, семья Железновых, по мнению жюри, самая обаятельная, а семья Ермаковых – самая добрая. Титул самой знающей и умеющей семьи завоевали хозяиновы. Рочевы из Устюхты – самые общительные, а кадетская семья Рочевых-Терентьевых из Виндлы – самая дружная. Самой творческой признана семья Паньковых. Елена Двожек, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Ледовом дворце «Звездный» прошел открытый районный турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества среди юношей 2006-2007 годов рождения. На лед вышли юные хоккеисты из Сосногорска, Ярославля, Сыктывкара, Салихарда, Котласа и Кирово-Чепецка. В результате лучшей командой стала Северная Олимпия из столицы Республики Коми. Я очень доволен, что нас пригласили на этот турнир, нашу команду. Мы заняли здесь первое место, но я хотел бы сказать не об этом. В наши тяжелые времена я просто человек счастливый, что есть люди, которые и тренера, и организаторы, которые все это сделали, особенно головную организацию спорта, хочу сказать спасибо большое. Я человек счастливый, что этот турнир прошел, и еще раз говорю, Сосногорску и организатору турнира просто огромное спасибо. Сосногорская «Парма» завоевала серебряные медали соревнований. Также по традиции специальными призами были отмечены лучшие игроки турнира. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней будет пасмурно, пройдет снег. В пятницу ночью -4, днем на градус теплее. В субботу ночью -3, -5. В течение дня погода не изменится. На этом пока все. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках Вестей Тимана. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.